Ребят, всем привет! Сегодня у меня в рубрике «Якутяне в Москве» стилист Вася Афанасьев. Привет, Привет. Вася. Прям как передача, да, у нас? Да. Вспомни прошлое, Да, называется. да. Так, ну, Вась, я к тебе здесь так спешила. Мне очень нравится район, где ты живешь. Да, мне тоже очень нравится. Я уже получается третий раз переезжаю в Москву. И третий раз на помощь, все серьезно. Да, все серьезно, но предыдущие разы были такими, то есть районы были не те, и как бы Москва мне никогда особо не нравилась. Но оказывается, жизнь в центре Москвы отличается от других районов, и пока мне все нравится. Да, земля и небо. Я здесь прогулялась, прошла мимо первого Макдональдса, как бы, между прочим, и на Тверской. Вот, здесь у Васи хостел, и сейчас в этот период жизни он занимается тем, что... Ну, вот такой источник дохода, в общем. Да, у меня как бы и такой определенный промежуток жизни, когда основная моя деятельность, она немножко как бы кризис творческий у меня происходит, и дабы не растерять все и там пытаться искать себя в чем-то другом, я решил просто взять себе отпуск на неопределенное количество времени. И, естественно, а жить на что-то надо, а это как бы пассивный доход. Почему бы нет, тем более в центре Москвы замечательно. Мы с тобой знакомы очень давно, но на самом деле никогда близко вот так не общались. Да, мы с тобой знакомы постольку мы закончили один университет, один факультет. Ну, я стала журналистом, а ты стал стилистом. Да, как ни странно, но в принципе я знал, что я никогда, уже на втором курсе, наверное, что я не пойду по этому пути. А что ты делал, когда переехал в первый раз в Москву, во второй раз в Москву? Вот сейчас понятно, пока ты так... Это были такие спонтанные решения. Мне стало скучно, я вообще человек спонтанный, да? Мне стало скучно, и все, я переезжаю. То есть я не делаю какой-то фундамент для того, чтобы конкретно переехать. Захотелось и делаю. Но, опять же, Якутск тянет тем, что ты там уже... У тебя есть фундамент там. То есть там не надо, грубо говоря, одно место рвать, чтобы всем что-то... Там уже все готовенькое, приезжаешь, там тебя всегда ждут. И, может, это играет роль, что я постоянно возвращаюсь. И, естественно, еще, как сказать, когда мы молоды, мы очень много гуляем, да. А у меня были серьезные последствия, серьезные проблемы с алкоголем. То есть зависимость. Это когда? Я уже третий год как не употребляю. И я счастлив от этого, потому что я в последние годы, перед тем, как бросить, я чувствовал себя несчастным человеком. Именно в 33 года у меня умер отец. Мне было 11 лет. У него во время операции на сердце он умер. И я всегда боялся этого возраста, потому что, маленький ребенок, он все равно как-то откладывается у него на уме. И я думал, что я так же буду жить, как отец, то есть недолго. И поэтому, может быть, поэтому я пытался там прожигать жизнь, веселиться. Я очень боялся этого возраста. У меня глубочайшая депрессия была. Я всегда отмечал свои дни рождения с детства. Причем так по-богатому, да? Ни один день рождения не был пропущен. Всегда там большая компания, большой стол. И 33 года я не отмечал. Я был в Намцах, я там делал конкурс Мисс Намцы, Мисс Антиви. У меня такое ужасное настроение было. Когда перешагнул этот возраст, у меня уже начало как-то жизнь по-другому уже смотреть. И я уже конкретно решил для себя, что надо заканчивать с алкоголем, с праздностью. Тебе сейчас сколько лет? Вот мы говорим про возраст. 36 исполнилось в октябре. Вот, отмечали здесь, тоже было. Без алкоголя, да? Я без алкоголя, конечно.
все продолжается, жизнь продолжается. Очень многие спрашивают, почему ты не пробуешь себя в Москве? Как Тут, стилист. да, тут очень много профессионал. возможностей, там ты можешь... А у меня есть внутреннее ощущение, что Москва это все равно не мой город, он для меня промежуточный. То есть я очень хочу, хотя я не хотела об этом тоже говорить, потому что у нас же с Сахаларга есть привычка, пока не перепрыгнул, не говорил. Да. Но все-таки я думаю, что это у каждого человека есть мечты, планы. И я мечтаю жить, ну скажем так, обобщенно за границей. Я хочу сберечь силы, чтобы там уже доказывать, там уже все с нуля начинать, а не в промежуточном городе, где я не собираюсь жить. И честно буду говорить, Россия все равно как бы от Запада отстает. Я все это время был как бы враждующей стороной, как бы, да, доказывая, бунтарь, да, там революционер, который первый, наверное, который там с длинными волосами был там. Был концерт «Казаки», и ты пришел на шпильках. Это же пипец! Где там этот Зодиак? Нет, не Зодиак. Парадокс. Да, в Парадокс, но он же там на отшибе города, публика тоже, соответственно, очень консервативная. И тут Вася на шпильках. Привет! Слушай, это было круто. Ну, это были тоже времена, когда, да, когда я строил из себя бунтаря, революционера, и почему нет? Нет, извини, тебя били за такие конечно, появления на публике? Конечно, были конфликты, вплоть до, там, конечно, до рукоприкладства и всего остального. Но я не зацикливаюсь на этих моментах. Конечно, неприятно. И это меня еще больше злило, еще больше хотелось меня, да. То есть для меня лучшим стимулом было для там развития, для какого-то, чтобы кому-то назло делать и делать это прямо вот до максимальной точки, да. А сейчас нет. Я же говорю, у меня с отсутствием алкоголя у меня абсолютно другая жизнь. Я не хожу никуда, ни в клубы, никакие. Светская жизнь меня прямо вот нет, не хочу. Сколько там приглашений, я лучше дома посижу, фильм посмотрю, чай попью. Какие-то эпатажные там образы у меня были, все такое. Ну, это было мне интересно до определенного периода времени, да. А сейчас мне интересна вот спокойная, размеренная жизнь, которая не будет у меня в России, скажем так. Я хочу просто, чтобы на меня не обращали внимания. Я почему из Якутска сбежал, скажем так, да, что слишком повышенное внимание, вот эти все вайны с моими фотографиями. Ну, это на самом деле это очень достает. Я не могу спокойно выйти, там просто купить хлеб. Мне надо какая-то маскировка в виде там очков, капюшона. Не чувствую себя свободным, чтобы. И вот в Москве, по крайней мере, я чувствую, что не чувствую на себе взглядов и перешептываний. Поэтому мне пока комфортно. По сравнению с Якутском. По сравнению с Якутском. Но опять же, наш российский менталитет все равно, если я здесь начну что-то делать и становиться более там, известным или как-то, это все равно будет какое-то повышенное внимание, и плюс, опять же, будет опять же, тот же пройденный этап в Якутске будет повторяться. Тот же имидж будет, да? Ну, скандального, нетрадиционного человека, которого нужно там клевать за то, что он не такой, как все. Да, ну, да, наверное, так. Не все выдерживают вот это внимание, вот это осуждение. Из-за этого тоже, опять же, следствие становится алкоголь. Это на самом деле очень такая проблема. А от популярности, от всего этого ты получаешь меньше удовольствия, нежели каких-то негативных моментов, на мой взгляд. Я, в принципе, уже не обращаю внимания, я не плачу, как раньше, там, по каким-то, если... То есть вот эти колкости, оскорбления, они тебя не ранят? Ну, конечно, задевают, но не ранят как раз. Я раньше как бы
проявлял агрессию. Агрессия на агрессию. Да. А теперь я понимаю, что это бесполезно абсолютно. У каждого человека есть свой выбор. И я считаю, что неправильно навязывать свое какое-то видение мира, да. Пытаюсь даже понять тех людей, которые, тех же расистов. Я пытаюсь вообще быть толерантным ко всем, да. Наверняка у них тоже есть какие-то проблемы с восприятием мира, там, да. Почему у них такой конфликт именно есть. Явно какой-то случай у них в жизни был, который вот, как следствие потом это проявляется именно таким образом. И это приходит именно с возрастом, чтобы понять людей и пытаться, по крайней мере, понять и не осуждать. Это самое главное. Не осуждать, это не всем, наверное, дано. И мне кажется, наоборот, в природе человека осуждать. да. Заклевывать белых ворон в своей черной стае. Есть такое. А вот не осуждать, это уже признак человека высокой культуры. Наверное. И я тоже к этому не сразу пришел. Я тоже много кого осуждал. И тех же наших, простите, мамбетов, как мы говорим, да. Я их тоже понимаю. Это же тоже не от хорошей жизни все это происходит. А то, что у них очень узкое восприятие мира. Это же тоже говорит о том, что не очень хорошо у них тогда жизнь сложилась. И их можно понять и простить. Понять и простить. То есть люди не делятся на каких-то хороших и плохих. Да, мамбетов, трансгендеров и расистов. Люди все одинаковые, у каждого есть своя проблема, и надо разбираться в каждом из случаев. Но если у тебя нет времени на это разбирание, то надо просто быть выше этого и не осуждать. Меня возмущает одна из ситуаций, да, больше всего, когда в прошлом году, помнишь, в прошлом или позапрошлом году по WhatsApp ходил вот это вот обращение к мэру, что я, Василий Афанасьев, стилист, хочу поехать на гей-парад там в Амстердам или куда-то, чуть ли там поддержите меня, там что-то там, оплатите билеты или что-то в этом духе. Такое письмо кто-то пришел в здание мэрии, написал, сдал в регистратуру, подписался. Кто-то тебя так сильно ненавидит? Да, получается, что так. И вот это кто-то сфотографировал из работников, не знаю, видимо, канцелярии или чего, и попустил по WhatsApp. И я с этим делом уже не мог смириться, и я пошел в полицию. Почему при регистрации этого письма, когда они получают, почему не документ личный, подтверждающий личность не просит, да? То есть любой человек может прийти и представиться любым человеком и написать там те же там угрозы там серии, да? Нет там ни камер, ничего. В такой степени у нас как бы все запущено. И дело закрыли за неимением там каких-то фактов. Потом мне на WhatsApp, не знаю откуда, в принципе, мой номер-то в общем доступе для всех он есть. Всякие угрозы приходили. Я эти угрозы прикреплял к делу. Я говорю, мне уже страшно, говорю, что вот на самом деле я не писал этого письма, а ко мне приходят угрозы, что мы с тобой расправимся, ходи там, оглядывайся назад, там по темным переулкам не ходи. Уже думал вплоть до того, что если бы это дело не подвернулось, да, хостел, в центре Москвы, думаю, может быть, мне было лишь бы не в Якутске жить. Может быть, в деревню к себе поехать. Это стало причиной, кстати, одной из причин, да. Хотя я, в принципе, не из пугливых, я могу и в ответку, я всегда готов, я могу и умею драться, и себя я защитить смогу. Кстати, насчет деревни. В деревне к тебе так не пристают? Нет, у меня очень маленькая деревня, в которой, слава богу, меня любят, уважают, и они всегда за меня горой. Конечно, может быть, там есть те, которые недолюбливают, но большинство всех знакомых, они всегда рады за меня. Нюрба — это, на самом деле, это сила. Как бы там ни говорили, что это криминальный район, одни там мафия, все такое. Мафия, она, если вот ее как это сказать-то?
правильно, если про него, про мафию говорить, то это как бы семья, которая тебя защищает. Вася, ты только что признался, что ты в мафии. Нет, ну как бы... Нюрнбергский мафиози. Нет, у меня есть как бы друзья, которые дают мне определенную защиту. Вот эти Убай, дар, да, так называемые, они появились в моей жизни абсолютно тоже как-то спонтанно. И я тогда не был неизвестным никаким, я был обычным студентом, подрабатывал официантом в ресторане и тусил в клубах, в тех же там нюрнбергских, да, там Стелс. И носил такой норковый аэродром, да? Да, и такое было. И они просто вот позвали, сказали, банда там, серии, все ты под нашей защитой. Я не знаю, что их побудило для того, чтобы меня защищать. Ну, я не знаю, может, они чувствовали, что я какой-то необычный, и, возможно, у меня будут какие-то проблемы. Но на самом деле это настолько как бы искренне и просто не требует от меня ничего. Это, ну, это говорит о сплоченности какой-то, да. Хотя многие думают, что нюрнбергские, они одни криминал, да, это на самом деле они замечательные люди. Причем, как бы, эта поддержка, она и по сей день есть. Если у меня какие-то серьезные проблемы, я знаю, ну, от кого исходит эта проблема, я могу конкретно уже связаться со своими... И заказать тыщ. И... Вася, нет, не пугай меня. Нет, и сказать, что у меня есть определенная проблема, вот помогите решить, и проблема решить. А разве мафия сейчас существует? Мне кажется, Нет, все осталось в 90-х. Нет, ну это просто, да, от 90-х отголоски, просто вот слово мафия, она и есть, а нет, просто определенная группа людей, которых связывает, может быть, прошлое, там, да, какое-то. И они поддерживают до сих пор связь и помогают друг другу. Ну, и это и есть, может быть, мафия, называют это мафией, не знаю. Но это дружба, может быть. Просто хорошая, крепкая мужская дружба. Все ясно. Надо женскую мафию сделать. Да. И то, что я хочу вот переехать в другую страну, это не означает, что я убегаю от этих проблем. Ну да, может быть, ну это более легкий может быть выбор. Но... В какой-то степени, но это твой выбор. Да, и я не говорю, что я хочу попробовать. Я не говорю, что это, если у меня не получится, я там как побитая собака, может, приеду. Но это мое дело. У меня есть куда вернуться, да, у меня это все-таки моя родина, Якутия, мне и есть куда возвращаться, кому возвращаться. Если быть до конца честным, я хочу ребенка очень сильно. Ни одного, я хочу детей, я хочу прямо свора, чтобы было. И я знаю, что жизнь я хочу посвятить именно этому. Семье. Да. Не сколько семьи, я хочу ребенка. Я хочу всю любовь. Может быть, воспитывать, может быть, там, я готов отдавать свою любовь, ну, ребенку, у которого, может, нет семьи. Ну, опять же, это, мне кажется, невозможно в России сделать. Одинокому мужчине взять в опеку. Не знаю, я не задумалась. Вот, кстати, да. Ну, или посчастливиться, у меня у самого родится ребенок. Первый твой вопрос, когда ты пришла, это был, почему у тебя такие грустные глаза? Может, они спокойные просто какие-то. Я не знаю, я не ощущаю себя в грусти. Несчастным я ощущаю. Я, наоборот, считаю сейчас самый такой период жизни, когда я наконец-то спокоен и счастлив.